В Башкортостане запущен новый проект «Без границ». Он направлен на трудоустройство участников спецоперации. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Юрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы сегодня говорим о трудоустройстве участников спецоперации, о тех, кто вернулся, потому что возвращаются в разном положении, с разным багажом знаний, опыта и так далее. Но вот именно проект «Без границ» новый. В чем его новшество? Сейчас мы наблюдаем процесс, когда наши ребята возвращаются со специальной военной операции, и среди них есть ребята, которые получили инвалидность первой и второй группы, связанная, как правило, с последствиями травм, то есть нет ноги, возможно, двух ног. И эти ребята, по сути, маломобильные, то есть им сложно, как обычные ребята, то есть выходить, обращаться к работодателям, чтобы трудоустроиться, каждый день ходить на работу. И как раз вот этот проект, он направлен на такую категорию граждан по предоставлению дистанционной занятости. То есть, по сути, в рамках проекта «Без границ» мы создаем рабочее место на дому, и демобилизованный участник СВО из дома осуществляет трудовую деятельность, ну и тем самым, безусловно, ресоциализируется, реадаптируется после возвращения. Понятно, что на дистанционном формате могут работать в основном представители, специалисты компьютеров, IT-специалисты. Вот и все же уточню, какие специальности, какие вакансии будут предложены? Да, вы совершенно правы. Когда мы стали взаимодействовать с работодателями, в части тех предложений и в тех вакансий, на которые не готовы взять, первые, конечно, были это IT-специалисты, это разработчики различных программ, Java-разработчики и так далее. Но, безусловно, здесь круг вакансий потом расширился. Это операторы колл-центров, это менеджеры по логистике, это СММщики и еще ряд профессий, кадровики, да, вот, безусловно, кадровики, которые позволяют именно в дистанционном формате вести свою трудовую деятельность. Много ли предприятий откликнулись на участие в этом проекте? Знаете, мы сканируем здесь не только республиканский рынок труда, но и федеральный рынок. И здесь есть порядка 15-20 организаций, которые находятся в других субъектах Российской Федерации, которые, заявляя вакансии на портале «Работа в России», ставят галочку напротив возможность дистанционная занятость. И, безусловно, отрабатываем с республиканскими организациями. То есть в настоящее время есть порядка 70-80 вакансий, которые позволяют вот данной категории ребят трудоустраиваться и работать на дому. Уже есть первые откликнувшиеся? Мы этот проект начали буквально, вчера, да, и в настоящее время активно наводим информацию о возможности участия в данном проекте. Мы создали лендинг-страницу. В любом браузере разбиваем интерактивный портал службы занятости, выходит главная страничка, где есть баннер, активная ссылка, проект «Без границ». Если мы нажмем на нее, то выйдет возможность соискателю данной работы заполнить анкету. Там буквально в анкете несколько вопросов. По сути, эта анкета проявить желание участвовать в этом проекте, оставить свои контактные данные, и по истечении некоторого времени службы занятости выйдут на данного желающего, и здесь будет соответствующая уже отработка. И при этом, вот вы на самом начале говорили, я забыл это уточнить, что IT-специалисты. Понятно, что у вернувшегося может не соответствовать квалификация. Но есть желание работать по данной профессии. Со стороны службы занятости мы готовы представить образовательные сертификаты. Я напомню, что для участников специальной военной операции номинал вот этого сертификата 50 тысяч рублей, и бесплатно обучить и в дальнейшем, чтобы получить свидетельство, которое будет соответствовать требованиям той вакансии в части квалификации.
Юрий Михайлович, ну вот проект «Без границ» — это только один из проектов, который рассчитан для трудоустройства участников спецоперации, ветеранов. Вот какие еще есть возможности в этом плане? Вот трудоустройство, мы говорим о реализации себя сейчас. Да, безусловно, мы понимаем, что ребята возвращаются, и наша основная задача — это помочь им адаптироваться в существующих условиях. И один из важнейших элементов — это трудоустройство. И Минтруд, служба занятости республики ставит для себя задачу отрабатывать с ребятами демобилизованными в проактивном режиме. То есть, по сути, мы не ждем, когда ребята обратятся в службу занятости, а постараться выйти на каждого, чтобы выяснить, какая сейчас ситуация, и, безусловно, помочь с услугами службы занятости для того, чтобы трудоустроить. Трудоустройство — это определенные доходы и адаптация в обществе. Среди других проектов, которые в настоящее время есть, это московский проект «Герои новых технологий», где также есть возможность дистанционной занятости. Мы сейчас также активно отрабатываем над проектом это в отношении ребят, которые возвращаются и ранее были осуждены, то есть имели судимость. И здесь мы первое, что сделали, мы создали реестр работодателей, порядка 20 работодателей, где-то 300 вакансий представляют, которые готовы после возвращения ребят, которые имеют судимость, трудоустраивать себе. Второе. Если данная категория демобилизованных участников СВО готова открыть собственное дело, то здесь мы договорились с Министерством предпринимательства и туризма, что за такой категорией участников будет закрепляться либо представитель министерства, либо из представителей «Мой бизнес», либо из успешных предпринимателей района. Опять же, основная задача, то есть не просто дать какие-то средства, как стартап, а чтобы этот проект он был эффективный и в дальнейшем развивался. Какие еще вакансии можете предложить? Мы говорили, могут предложить. Мы говорили с вами о том, что это IT-специалисты, что можно пройти курсы. Но ведь есть и другие, наверное, вакансии, потому что желание может возникнуть работать в каких-то других проектах. Вот какие еще, может быть, вакансии? Это не столько вакансии, но это вид занятости, то есть открытие собственного дела. В настоящее время Минтруд Республики вносит изменения в программу адресной социальной помощи на основе социального контракта. Напомню, эта программа у нас уже в течение, 5 лет осуществляется. Там десятки тысяч участников, миллиарды средств. И стоит задача, если участник СВО после демобилизации обращается за адресной социальной помощью социального контракта, то ему выделяется 350 тысяч рублей без определения нуждаемости, то есть без определения его доходов, доходов членов его семьи, и тем самым, то есть возможность на открытие собственного дела и, безусловно, иметь какие-то доходы. А есть какие-то ограничения, какое дело хочет открыть, например? Здесь ограничений никаких нет. Здесь самое главное исходит из рынка труда, рынка услуг, который складывается. Первое, безусловно, чтобы была востребованность и имелось клиенты, чтобы оказывать эти услуги, либо реализовывать товары. Ну и, безусловно, самое главное — эффективность, чтобы прогностически этот проект он был эффективен и позволил развиваться участникам СВО. Ну, есть такой проект, как «Бизнес-шерифы». Оказывают ли они, может быть, консультационную помощь для того, чтобы можно было эффективно построить свой бизнес? Безусловно, это одна из основных задач. Любой участник СВО, который возвращается, мы для себя в рамках рабочей группы по трудоустройству граждан утвердили алгоритм, который как раз позволяет бизнес-сообществу в муниципалитетах участвовать именно непосредственно предпринимательской деятельности участников СВО, если какие-то возникают стартапы. То, что я вначале говорил, то обязательно закреплять специалиста, эксперта в этой области, чтобы проект в итоге был эффективным.
Юрий Михайлович, а есть уже какие-то вот именно примеры успешного ведения бизнеса благодаря и бизнес-шерифам, чтобы он реализовался, этот проект? Есть такие? Ну вот я сейчас приведу другой пример. Я сейчас не скажу вот в отношении предпринимательства, не хочу вводить в заблуждение. Безусловно, такие примеры есть. Я думаю, что это такая вот мостик для следующей нашей передачи. А вот мы также поставили задачу демобилизованных участников СВО закреплять за депутатами региональными, депутатами муниципальными. И вот по примеры вот такие, которые дают свои результаты. Заместитель председателя Советов Уфимского района трудоустроил участника СВО, у которого нет ног, протезы. Он работает администратором в зале, он закрепился, он социализировался, ему нравится работать в коллективе. Вот это тот результат. То есть, когда депутаты, они все-таки, у них побольше возможностей, возможно, какие-то административные рычаги. И в конечном итоге, то есть, здесь есть результат, работает, получает свои доходы. И есть положительный момент. Юрий Михайлович, и, наверное, самый главный вопрос для наших телезрителей, как можно воспользоваться этими возможностями, куда нужно обратиться? Ну, первое, безусловно, в каждом муниципалитете есть служба занятости. В каждом муниципалитете обращайтесь, в любом случае разберутся, помогут, предложат какие-то условия, какие-то услуги. Второе, как я сказал, уже возможно зайти, например, проект «Без границ» на интерактивный портал службы занятости, где через баннер провалиться, заполнить анкету и тем самым поучаствовать в этом проекте. То есть возможно как и вживую, так и в цифровой модели обратиться. Причем есть возможность трудоустроиться как в онлайн формате, я правильно понимаю, дистанционную работу, так и офлайн. Проект «Без границ» — это в отношении только ребят, вот, которые выраженную инвалидность, которые не мобильны. Но наша задача в отношении всех, без исключения ребят. Больше, конечно, это будет касаться офлайн, где приходят, заключают трудовой договор и каждый день выполняют свои обязанности на рабочем месте. Юрий Михайлович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о новом проекте. Мы будем следить за его реализацией, посмотрим, насколько он приживется, насколько будет востребован. Спасибо огромное. Да, спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.